Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. В одном из изречений пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, мы можем найти такие слова. Хуббуль ватан миналь иман. То есть любовь к родине от имана. Но сегодня мы можем встретить таких людей или услышать такие слова от некоторых людей, что незачем любить родину. Некоторые даже наоборот предлагают выходить против своей страны, против своего государства, проявляют какие-то недовольства. Но есть ли этому основа в религии ислам? Если мы обратно вернемся к этим словам, то есть хуббуль ватан миналь иман, любовь к родине от имана, то мы понимаем то, что основы в этом нет никакой. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказав эти слова, родина, любовь к родине от ислама, нам дал такой совет. То есть родина, то место, где мы родились, то место, где мы проживаем, то место, где течет наша жизнь. Проявление любви к этому месту, проявление уважения, проявление благодарности, проявление заботы к окружающим тебя людям, к этому месту, это, конечно же, от имана. Таким образом, мы можем раскрыть слова пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И, конечно же, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не ограничился лишь этими словами. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, показал нам самый наилучший пример. И что касается любви к родине, он это сделал самым наилучшим образом. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, родился в городе Мекка. Родился там, вырос и прожил большую часть своей жизни. Именно в этом городе, в городе Мекка. То есть город Мекка является родиной пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Проживая в этом городе, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, налаживал добрососедские отношения, поддерживал добрые отношения со своими родственниками и, конечно же, совершал все деяния для того, чтобы его родной город, его родина процветала, чтобы она находилась в безопасности и достиг такого уровня, что его начали прозывать Мухаммад аль-Амин, то есть тот человек, на которого можно положиться, тот человек, которому можно доверить свои секреты, тот человек, которому можно доверить свое имущество, Мухаммад аль-Амин. И это случилось еще до пророчества. Но после того, как начало ниспосылаться пророчество, некоторые люди ополчились против пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Достигло даже такого уровня, то, что его начали оскорблять, начали выходить против религии ислам, против мусульман. Но несмотря на это, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, не потерял своей любви к родине. И даже когда он был вынужден переселиться из Мекки в Медину, он сказал такие слова, то что нет для него города лучше, чем Мекка. И если бы его племя, если бы жители Мекки, мекканцы, не прогнали его, то он бы никогда не переселился из этих мест. Этими словами пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, нам показал свою любовь к своей родине. И, конечно, многие мусульмане, взяв этот пример в себе как самый наилучший, претворяют его в жизнь. В частности, мы можем сказать это о мусульманах-булгарах, то есть древних булгарах, мусульманах, которые жили в Волжской Булгарии, то есть наши предки. И доходило до того, что булгары, мусульмане, которые жили в местностях Волжской Булгарии, процветали, защищали свою страну и достигали высот в образовании, в медицине и в других отраслях. То же самое относится и к их продолжителям, то есть Казанскому ханству, либо дальнейшим мусульманам, которые жили в составе либо Российской империи, Советского Союза и на сегодняшний день Российской Федерации. Альхамдулилля, это дело продолжается. Альхамдулилля, начиная с этих времен, мусульмане Поволжья стараются, прикладывают все свои силы для того, чтобы создать наилучшие условия в своей родине, для того, чтобы мусульмане процветали, для того, чтобы родина достигала
высот в разных отраслях. Альхамдулилля, также мусульмане и участвуют в защите своей родины. Нам не стоит забывать о том, что во время Великой Отечественной войны мусульмане, став на защиту своей родины, тоже отправились на фронт. Даже муфтий Габдурахман Расули издал фетву о том, что мусульмане должны включиться в это дело, должны встать на защиту своей родины, тем самым помочь своей родине. И это, конечно же, тот пример, который мы не должны забывать, о котором должны мы вспоминать и в своих молитвах, вспоминая героев тех дней, просить у Всевышнего Аллаха за них прощения и чтобы Всевышний Аллах даровал им свои блага. Также мы можем видеть, как сегодня многие наши соотечественники встают на защиту нашей Родины, претворяя в жизни слова «любовь к Родине» от имана. И, конечно, другие соотечественники, которые проживают в нашей стране, также стараются приложить все усилия для того, чтобы наша Родина процветала, наша Родина находилась в подъеме. Пусть Аллах Субханаху ва Тааля поможет нам провести жизнь таким образом, чтобы мы смогли претворить эти слова «любовь к Родине» от имана в жизнь. И поможет нам достичь своего довольства. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.